Слышите звук природы? Время 12 часов 42 минуты. Всем большой привет. 29 мая. Это не дня, а 12:42 ночи. 00 часов 42 минуты. У нас белые ночи все. Ну, у нас вообще не темнеет. Фу, в избушке жарко. Что-то не очень хорошо спится. И дай, думаю, включусь на минуту. Покажу вам ночь. Вот такая выглядит ночь в Коми Республике. Птицы не умолкают всю ночь. Вот у меня дверь открыта, и вот так поют, только слушай. Классно. Тулан спит. Я в трусах тут. В бушлате и в трусах. Реально жарко. Дверь открыта, сплю. Кукушка кукуют. А лягушек нету еще, не проснулись. Вода холодная. Не хватает им тепла. Ладно, ребят. Показал вам белые ночи. Дальше спать. 7 часов 35 минут. Я проспал в утро. Забыл поставить будильник на 5 часов. Ой. Температура 5 градусов. Плюс 5. Ну вот. Ладно. Я проспал. В принципе, спешить некуда. День наш. Но в то же время, когда хочешь 5 часов встать и просыпаешься 7:30, тоже неправильно немножко. Привет, вот он я. Ладно, сейчас затоплю печку. Ой. Подогрею чайник и начну что-то делать. Наверное, внутри избы сегодня буду работать. Перепланировка сегодня будет. Попробую, что получится. Что получится, посмотрим. Ой. Перепланировка, это, ребят, я хочу сегодня разобрать эти нары. Вот разобрать эти нары. И вот сейчас я лежу вот так. Сплю. В принципе, с одной стороны, это очень хорошо, когда вот первую ночь или, ну, как сказать, если вот ложишься спиной от печи, спина так хорошо греет. Эта печка, тепло идет от печи. Я хочу сделать эти нары, разобрать и вот так сделать. Ну, одноместные нары. Одноместные нары. Я всегда один, я никого не жду в гости. Хочу быть наедине. И раньше с компанией я же здесь ночевал и с сыновьями приезжал. Сейчас в полном одиночестве, я на рыбалке, на охоте. И вот так одноместно сделаю. Ну, как сказать, свободно одноместно, вот так. И здесь места больше будет. Ну, попробуем. Конечно, пол тут у меня. Во-первых, там ледник. Ровный пол никогда у меня не получится. Здесь у меня хрен пойми из чего сделано. Короткие доски. Это все я вынесу и попробую. Аккумулятор разрядился. Короче, там короткие доски у меня. И как разберем, посмотрим, что-то получится, не получится сделать. Потому что я смотрю, вот в середине как будто вот такой холмик. Потому что что-то там выпирает. Не знаю вот только что. Но что получится, получится. Никаких проблем.
сделаем. Сегодня день хороший. Я ждал этого дня, солнца, чтобы вот это все матрасы вынести. Дождя нету пока. Разобрать вот эти все доски, тоже вынести. В общем, разберем, соберем, а там видно будет. Уже будем ночевать вот так. Tuohan mun sä teit. Hajana puktaa. Чай. Новую кашу сварим. Каша закончилась. Целую кастрюлю уже ел. Сейчас сегодня буду варить новую, свежую кашу. С удовольствием ест. Перловая, хорошая каша. Отсюда уже я постельно убрал. Здесь вот этот матрас мне надо вынести. И второй матрас, ватный матрас, наверное, этого матрасу, наверное, лет 30 точно есть. Вот, я сейчас смотрю на сруб и невооруженным глазом, без уровня, без ничего, вижу, что на сантиметра 3, грубо говоря, где-то вот тот угол за печкой выше, чем вот южная сторона. Вот так бревна стоят. Или снова эта сторона, южная сторона села. Или же там, я не знаю, наверное, вот эту сторону надо приподнять. Но не в этом году точно. Здесь у меня ДВП, фанера, как бы доски неровные. Из этого подкладывал. Ну, знаете, 20 лет, уже 22 года или сколько я охочусь, в принципе, не жаловался, спал. Мне не жестко было на двойном матрасе. Вот, сейчас я завтракаю, я 1 стакан чая уже выпил, ну, недостаточно еще горячий, сейчас я дождусь, пусть потеплее станет, погорячее, попью чай еще. И уже все, уже разбирать начну. Ну, на разборку это быстро, знаете, может, не все доски прибиты еще, вон тот край, наверное, прибиты еще, а здесь еще не прибиты они хорошо. Вынесу все. Займусь сегодня этим нарами. Здесь будет просторнее, все четко будет. Но неудобно будет спать. Буду я лежать и смотреть на стену. А когда отсюда лежал, я смотрел на улицу. Вот. Просыпаюсь, смотрю, глаза открываю, какая улица там. Время уже 8 часов 10 минут. Как я так забыл. Вот просто забыл поставить будильник. Вот это да. Я и смотрю, как будто я выспался, вот, глаза лень еще открывать, так открыл, что-то не то, думаю, дай посмотрю. Посмотрел, ладно. Да. Так что надо заранее будильник ставить. Ну, к утру хорошо спится, вот и ответ.
разобрал этот уголок. Ну, как всегда, открываешь, и там подснежники появляются. Подснежник — это бревна, которые уже все сгнили, капец. Как бревна на земле у нас так принято, делаем постоянно так. Как сказать, в стену лаги не ставим. Вот, я думал, только этот уголок я сделаю, но раз начал, наверное, думаю, придется мне разобрать стол, вот это лавочку, все вынести отсюда и разобрать полностью пол. Полностью я разберу, поставлю новые лаги, также на землю такие, знаете, вот там лед, хреновое дело, но ничего не поделаешь. Сегодня на целый день мне работы хватит это. Сейчас я все просто буду выносить. Только печка останется и все. Все буду разбирать. Хлам этот вынести. Если так, возможно, я дерну. Но тут там еще лед. Так. Я вот в прошлом году бревно ставил. Думаю, что-то мешает, упирается, а вот оказывается свободного места уже нету, там все в земле. Ладно, что тут думать, разбирать. Надеюсь, за целый день я справлюсь. 3 лаги, жик. 3 или 4, и обратно пол буду стелить с того конца. Чук-чук. Так, ладно. Ну вот, ребят, видите, во что превратился подполье наше.
Я даже чуть-чуть не ожидал такую картину. Мне казалось, что там еще более-менее, как бы вот отсюда еле вытащил, как бы бревно практически целое. А с южной стороны из бревна ничего не осталось, одна труха. Вот. Сейчас я это все вынесу, крупный мусор. Потом граблями, ведрами, вот это что смогу, я тоже, это старый мох тут, и вот весь хлам ведрами придется выносить. Я не знаю, ведер 20 может и больше. Где-то час времени уйдет на подготовку всего этого. Потом буду ставить также лаги, 3 штуки минимум. Хватит. Самое главное, я не рассчитал с досками. Я вообще не думал, что такой ремонт у меня будет. Я не подготовился к этому. Я только хотел этот уголок, как бы пол поменять и нары поставить. Все. Вот это моя задача была на сегодня. А видите, как все получилось. Вот те бревна, о чем я говорил вчера на улице, наверное, сегодня пригодятся. Лаги из него хоть по пол бревна там спилить. Невысокие лаги поставить. В общем, давайте ждите, смотрите дальше. Сейчас я все буду граблями убирать. Там бревна уже нету. Я не знаю, вообще в труху превратилось бревно. Хотя нормально, такое диаметров 20, наверное, бревно стояло. Время берет свое, сырость, влага. А мы строимся так вот, всегда лаги ставим. Сейчас, если, конечно, новую избу с нуля строить, я бы, конечно, другой планировкой. Фундамент бы по-другому сделал. И лаги, возможно, я в бревно тоже поставил бы, чтобы вообще не прикасалось к земле. А сейчас уже все. Я сейчас это переделаю, и на лет 10 опять можно забыть про этот пол. И там 10 лет пройдет, снова, может, что-то отремонтируем. Вот, а сейчас, сегодня главное успеть вот это все, всем этим заняться. Очень-очень много работы еще. У меня в той стороне доски еще не подготовлены. Это фиг с ним, старые доски поставим, что будет. Потом как-то независимо разборки вот этих столов надо сделать, чтобы в любой момент я мог разобрать и собрать. Чтобы ничего не разбирать, ни стол, ни вот это нары. Как-то вот так надо придумать что-то. Ладно, работаем дальше.
Один этап работы закончил. Все, вынес весь мусор. Вот здесь лежало бревно. Вон там лежало бревно. Вот видите, бугорок такой. Там ледник, вообще лед. Там лед стоит. И когда вот это все замерзает, выдавливает землю. А вот осенью, если приехать, он опять вниз пойдет. Понимаете? Ну, ходит ходуном. Вон то бревно отсырело от влаги. И то бревно тоже прикасается, почти полностью прикасается к земле. Южная сторона заметно ниже. Это в будущем году, наверное, придется приподнять еще. Этот бревно тоже отсырело, как видим, но здесь хоть есть еще зазор. Но оттуда я вытащу брусок, там открыто все будет. Там от мха идет влага. Вот поэтому нижние венцы и гниют, потому что прикасаются к земле. Так что кто будет строить новую избу, обязательно подумайте насчет фундамента. Сделайте, стройте избу, главное, чтобы не прикасалась к земле. Иначе все время придется, как я, что-то делать, переделывать. Ну, знаете, вот, когда строишь, думаешь, лет 20-30 простоит. Эти лет 20 пролетели, я не знаю. Как будто вчера я строил эту избу, уже все надо менять. Вот, сейчас я попью чай. Чай попью. Там вот у Лана уже каша готова с тушенкой. Ему на сегодня и завтра корм есть. Вот, а здесь одно бревно, которое я не смог вытащить. Даже лом вот занес, бесполезно, не смог. Бесполезно, ребят. Это бревно длинное, 4-метровое. Если только вот здесь спилить, и тут спилить, и уже... точно, насчет этого я не подумал. Если я спилю, может, ломом и смогу вытащить. И туда уже поставлю вот эту, как сказать, для... под пола там лагу одно бревно. Ну да. Можно и так сделать. Так, ладно, сейчас что-то буду думать. Но, бля, если вот туда же я поставлю, нужно толстое бревно. Потому что очень низко он будет. Очень низко. Хрен знаю, что делать. Когда я не подготовлен к этому. Я вообще думал в будущем году этим заниматься. И в этом году только крышу, а в будущем году уже пол. А нахрена я, спрашивается, разобрал? Да, чтобы больше думать. Будем думать. Нерешимых вопросов нет. Так, ладно, сейчас сперва чай попью, а там подумаем.